всероссийской благотворительной акции «Мерхаметлек для леса» «Тюльпан милосердия». Акция проходит под патронатом Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя и благотворительного фонда мусульман Крыма. Акция «Тюльпан милосердия», как и другие благотворительные инициативы, это символ добра, любви, взаимопомощи. И сегодня для многонационального Крыма эта акция имеет колоссальное значение, потому что независимо от вероисповедания, национальности, мы сегодня все, объединившись от мала до велика, дети, взрослые, мы все делаем добро. Добро руками детей и благими намерениями взрослых. Таков девиз нашей акции. Я благодарна сегодня каждому, кто внес свою лепту, кто пришел на наш концерт, протянул руку помощи. В этом году мы поставили цель помочь в строительстве детского хосписа в городе Феодосия. И я очень рада, что мы подводим сегодня итоги, и мы достигли желаемых результатов. Я уверена, что сумма у нас собралась значительная, и эта сумма поможет в строительстве детского хосписа. Я думаю, что это не последняя наша инициатива. Мы будем дальше продолжать подобного рода благотворительные акции и помогать нуждающимся детям. Это уже традиционная акция «Тюльпан милосердия». Это благотворительная акция, которая проходит из года в год. Наш многонациональный Крым, он этим и силен, что всегда в любые моменты, не только в праздничные дни, но и вот в такие благотворительные мероприятия все поддерживают друг друга и помогают друг другу в решении этих вопросов. Я когда-то прочла у одного из святых отцов, что в милосердии нужно упражняться. Для меня это было очень такое странное. Я думаю, ну как, человек или добрый, или он недобрый. Но с течением времени я поняла, насколько он прав. Действительно, в милосердии нужно упражняться. Я считаю, что это важно для всех нас, независимо от национальности, от вероисповедания, потому что помогать ближним – это, наверное, то, что делает человека человеком. Мне очень приятно, что кроме белого цветка теперь еще есть и тюльпан милосердия. Если этих тюльпанов будут целые поля, это будет прям очень хорошо. Мы объединены разными культурами, и в этом мы и сильны. В духовном плане особенно. Знаете, в каждой культуре есть место для уважения к старшим, уважения к учителям, уважения к обществу, к взрослым и уважения к людям. Отсюда и производится такое, знаете, духовное понятие, как благотворительность. Благотворительные акции объединяют людей вне зависимости от национальности, потому что действительно то, что ценно в таких акциях, это доброта, милосердие, сострадание, которое возникает в душе человека, когда он хочет поделиться. Для этого не обязательно нужно быть богатым и иметь много денег, но ты можешь сделать свой маленький вклад и знаешь, что этот вклад пойдет на пользу конкретному ребенку. И очень большое значение также имеет строительство детского хосписа в Крыму, в котором благодаря данной акции тоже каждый из нас смог поучаствовать. И эти деньги, которые будут направлены на его строительство, это очень большой вклад, потому что такого хосписа в Крыму еще нет. «Тюльпан милосердия» – это одна из самых знаковых акций, которые проходят в Республике Крым. И в этом году тот факт, что акция стала республиканской, это имеет большое значение. И для нас, Государственного комитета молодежной политики, очень большая честь быть причастными к реализации данного благотворительного проекта, потому что, словно тому, как одна свеча может зажечь множество других
свечи. Точно так же добро, когда им делишься, его становится больше, и, соответственно, это больше шансов, что каждый ребеночек получит то внимание, ту помощь, которую, безусловно, заслуживает каждый ребенок, но особенно те дети, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Такого вида акции, конечно, очень нужны. Они объединяют народ, сплачивают вокруг проблем. И тех, у кого проблемы в семье, помогают им решить эту проблему. Придают, наверное, я надеюсь, силы. Концерт, конечно, был очень трогательный, начиная с того, что первым номером выступали детки, которые нуждаются сами в помощи. И невозможно смотреть на это без слез, как они трогательно танцуют, выступают, а потом их просто буквально на руках выносят со сцены. Это, конечно, не может не остаться незамеченным. Ну и все остальные, кто выступал, да, постарался подарить эмоции, положительные эмоции, но иногда наворачиваются на глаза слезы. Маленький ребенок начал трепетно лепить желто-красные тюльпаны, веря, что они помогут, смогут излечить тех, у кого нету мамы. Слезы боли, слезы горя ласково протрут, помогут забыть про раны. Веру, счастье, веру, завтра надежду дадут, милосердие тюльпаны. Концерт получился очень хороший, детки очень талантливые и отличная атмосфера. Во-первых, каждое мероприятие, общественное мероприятие, оно для того, чтобы мы друг друга видели. Не столько, сколько мы там посмотрели, а для того, чтобы мы видели и объединялись хорошими мыслями, хорошими позитивными настроениями. И надеюсь, что такие концерты будут продолжаться, и мы будем показывать пример, как делать добро другим людям. Я очень рад, что такие акции проводятся. Чувство искренней радости, что ты кому-то помогаешь, что даже малая часть твоих дел, которые ты делаешь, да, она приносит кому-то пользу. Концерт прошел на высоком профессиональном уровне. Я думаю, что организаторы могут собой гордиться полноценно. Присутствующие делились своими впечатлениями. И в первую очередь, конечно, я думаю, что мало кто остался равнодушным. Особенно волнительно было выступление гимна этого прекрасного мероприятия, гимна, который написал Раим Гафаров. Детки воодушевленно исполнили его, и я видела в лицах людей благородность, счастье и где-то даже слезы. Я думаю, что мероприятие состоялось. Здоровье и счастье принесет.